Ассаляму алейкум. Витаю вас. АТР телеканалының яйнында Копур программасына серетес. Телепроект «Мост» приветствует вас. Сегодня наш первый эфир совпал с долгожданным возвращением пленных украинцев домой. Еще с мая вся Украина с нетерпением ждала этого момента. Затаив дыхание, мы ожидали, когда они ступят на родную землю. Наконец-то они тут. Внимание на экран. Родные и близкие наших пленных нервничают и, кажется, до последнего не верят, что наконец увидят своих сыновей, отцов и братьев. Наконец самолет касается земли, и крымчане Олег Сенцов, Владимир Балух и Эдем Бекиров точно дома. Слезы родных, объятия и единение семей. Все поздравляют друг друга. 9 месяцев в заложниках в СИЗО оккупированного Крыма. Отказ в лечении и балансирование на грани жизни и смерти. Тяжело больной уже экс-пленник Кремля Эдем Бекиров наконец на свободе. С самолета он поедет на обследование, а пока благодарит всех, кто его поддерживал в самое тяжелое время. Режиссеру Олегу Сенцову, который за 5 долгих лет был в самых страшных тюрьмах Кремля и даже за полярным кругом, просто нечего сказать. Когда его окружили журналисты, он просто выпил воды и пошел в автобус. Владимир Балух более 200 дней держал голодовку за свои убеждения. Прежде всего обратился к крымчанам. Говорит, борьба продолжается, и вслед за ним будет освобожден и родной Крым. Как подтверждение этому, прямо у самолета переодевается в ту самую футболку с казаком. В общем, 35 украинских пленников, тех, кто остался верен своим принципам, сегодня увиделись с родными. Далее их повезли в больницу Феофания на медицинское обследование, потому что после долгих месяцев и лет в российских застенках им еще предстоит восстановиться. Николай, после задержания украинских моряков в акватории Черного моря вы стали координатором адвокатской группы по морякам. И мы, коллеги, сегодня следили за всем, что происходило в военном аэродроме. Вас там не было. Почему? Вы туда не пришли или вас не пустили? Ну, дело в том, что еще в СИЗО Лефортово, наверное, недели 3-4 назад, когда я встречался с Денисом Гриценко, моим подзащитным, украинским военнопленным моряком на тот момент, мы обсуждали, что будет, когда он выйдет, когда он вернется домой. И он говорит: Николай, если ты будешь в Киеве в этот момент, мне бы очень хотелось, чтобы вместе с моими родными ты меня тоже мог встретить. И в рамках, скажем так, наших этих договоренностей я, конечно же, сегодня приехал в аэропорт. Вот, но меня туда внутрь в терминал не пустили. Кто не пустил? Охрана аэропорта, потому что проход был только по спискам. Родственников вообще завезли на автобусах, минуя терминал. Вот, пропускали только журналистов. Я ранее говорил с омбудсменом Украины Людмилой Денисовой, что мне тоже важно встретить моих подзащитных здесь, в Украине, уже свободными людьми. Вот. Вроде как у нас была достигнута договоренность, но, видимо, что-то пошло не так. И по этой причине я радовался за забором, но был душой вместе с ними. Но в итоге же вам удалось потом встретиться, правильно я понимаю? Нет, их увезли в клинику. Я думаю, что мы встретимся с Денисом в ближайшее время, когда пройдут все процедуры. Вот. Ну, такая вот ложка дегтя в общей бочке меда. Ирина, а вам известно, кто формировал списки тех, кто должен пройти и в буферную зону и встретить пленных? Почему не впустили Полозова, как ви думаєте? Ну, найперше, доброго вечора усім. І дякую за запрошення і можливість сьогодні побувати у вашій студії. І вперше, напевно, на такому ток-шоу і така важлива подія. І справді дякую усім і адвокатам, і тим людям, які підтримували весь цей час і матерів, і наших полонених листами, передачами, підтримкою міжнародною, закликали усі міжнародні організації, спонукали владу, намагаючись через ЗМІ, через усі можливі платформи достукатися і допомогти зрозуміти важливість повернення наших хлопців. І це сьогодні сталося. Хлопці вдома, хтось в Феофанії, наші колеги там були, вони передають всім великий привіт і дякую за те, що ви і ми всі разом робили задля їхнього звільнення. Мені, на жаль, невідомо, хто формував списки, і я думаю,
думаю, що це прикре непорозуміння не має підґрунтя під собою. Тобто це не є ані політичність процесу, ані жодного іншого, окрім, напевно, емоційної поспішності, якою формувалися такі списки, тому що, ви знаєте, багато маніпуляцій, багато було вкидів інформаційних, фальшстартів. І тут ще раз хочу принести вибачення, якщо навіть я долучилась до цього процесу, я знаю, Ілля Пономарьов, багато хто почитав, і Генеральний прокурор України, і ще раз таки дуже потім хвилювались, аби це не було негативним, так би мовити, інструментом впливу на процес обміну. А отже, якщо так не сталося, вже вибачте, але ця емоційність і те, що ми сьогодні переживаємо, звичайно, превалює. Це дуже позитивний момент для наших хлопців, для людей, для всіх нас. Лина, еще к вам один вопрос касательно того, как представителю власти. Вот про списки, но только уже именно освобожденных людей. Почему в списке лишь один крымский татарин? Почему именно такая договоренность? Ну, ви розумієте, що рівно як я і не була долучена до формування списків, хто сьогодні буде у аеропорту зустрічати наших хлопців, рівно не була долучена до тих процесів, які формували списки на обмін сьогодні. Тобто це у не нас до в мене студии питання. крымские татары, да, и вот ваше мнение по поводу этого вопроса, в том числе, да, почему в списках всего лишь один крымский татарин? Да, я вернулся бы немножко, Николай, видимо, соскромничал. В тот момент, когда военнопленных наших моряков напали, расстреляли и захватили и увезли на территорию Крыма, мы, конечно же, подняли все наше сообщество в Крыму, оно более организованное и более мобильное. И мы стали отслеживать, кто в больнице, кто в каком СИЗО, кто на каком ИВС находится, потому что мы это расцениваем как наши граждане Украины. Так вот, Николай Полозов прилетел специально с Москвы, и мы также решили создать некую такую антикризисную группу и начинать, имея опыт, очень большой опыт, и уже имея в Крыму группу людей, потому что 24 человека в Украине за эти 5 лет впервые были в таком масштабе арестованы, еще и военнопленные. И зная, имея некие наработки и понимая некие особенности в этом деле, мы встретились с Денисовой, с омбудсменом, обговорили это. Потом мы организовали с Мустафа встречу у министра обороны 1,5, выложили все свои предложения. Потом встретились с президентом Порошенко и обсудили, в чем будет ущербность, если не будет вот такого коллективного, мощного давления и на международных площадках, в том числе и защита в Москве, на тот момент в Крыму. Но тут нужно отметить, если вы помните первые заявления, которые нам по экрану показали, некоторые наши моряки под давлением ФСБ вынуждены были признать, что они нарушили какое-то преступление, да, перешли чью-то границу, не свою. И вот именно когда эта антикризисная группа разработала все предложения, государство взяло их на разработку и от имени государства начала эта адвокатская группа работать, сразу при первой же встрече, если вы помните, все моряки заявили, что они военнопленные. Вот в этом была стратегия. И сегодня, конечно же, я уже молчу про то, что под Лефортово оказались крымские татары. На утро, да, когда их тайно с СИЗО Симферополя вывезли, когда в Керчи делали операцию одному из военнопленных, в каком он состоянии, только мы знали. Мы это все транслировали. Мы перекрыли все площадки. И, конечно, было удивительно сегодня в этой же группе не увидеть ни лидера крымских татар Мустафы Джемилева, который возглавлял эту работу. А давайте у него и спросим, председателя он с нами Меджлиса сейчас почему-то на не прямой было. связи по телефону, лидер крымско-татарского народа Мустафа Гаджимилев. Мустафа ага, селям алейкум, эштессен бізін. Я слышу. Мустафа ага, да, действительно, вы были у истоков переговорного процесса по обмену политическими заключенными, и сегодня свершилось то, что свершилось, да, мы увидели 35 украинцев на их родине. Вот что вы думаете по поводу всего произошедшего?
Обмен очень несправедливый. И вообще, знаете, мою точку зрения по поводу обмена с таким режимом, как путинский режим. Сегодня освободили несколько человек, завтра 10 раз больше Путин может набрать. А где мы найдем столько еще пленных, которых будем менять на наших соотечественников? Второе. То, что обменяли очень важного свидетеля по Боингу, это мы значительно испортим отношения, во-первых, с Голландией, с Европарламентом. Десятки депутатов Европарламента обращались с просьбой не делать этого, не выдавать этого очень важного свидетеля. Что мы имеем? Теперь недоверие к нам. А завтра еще несколько человек арестуют. Как мы их будем менять? Как, Мустафа Ага, как, по вашему мнению, тогда должен был проходить процесс? Вообще, знаете, прежде чем обменивать, вот если бы я там сидел бы вместо Сенцова, они бы меня должны спросить, вот у нас мы хотим вот такой обмен, вы согласны освободиться вот такой ценой? Я бы, например, категорически сказал бы, не надо мне такой свободы. Интересы государства, интересы общества все-таки значительно выше. Мустаф, Не для этого Сенцов садился в тюрьму, не для этого такие люди, как Кольченко, как Балух, действительно патриоты своей страны, пожертвовали своей свободой, а может быть и жизнью. Мустафа Ага, среди 35 освобожденных политических заключенных один крымский татарин Эдем Бекиров. Вам было известно, что будет всего лишь освобожден один крымский татарин и почему всего лишь один? Ну, не мы составляли списки, конечно, должна была быть какая-то пропорция, но спасибо, что хоть одного освободили. Но вообще-то у нас, если брать в целом количество заключенных, крымских татар, где-то они составляют где-то около 70% всех заключенных. Мустафа Ага, еще вот вопрос касательно речи президента Зеленского. Сегодня он как раз, когда встретил всех с самолета, пленных, освобожденных, он сказал, что это лишь первый этап. Второй этап — это будет уже больше людей освобождать. А вот в дальнейшем он сказал, что мы потом остановим войну, разведение войск будет в 2 этапа. После мы перейдем к сложным вопросам. Что, по вашему мнению, подразумевал президент Зеленский под понятием «сложным вопросом»? Можно ли это считать деоккупацией Крыма? Я не знаю, если он говорит, что освободит и остальных, он может гарантировать, что Путин в 10 раз больше еще не наберет заключенных? Как их будет освобождать, я не знаю. И мир любой ценой. Мне вот кажется, как раз мы идем к тому, что то, что Зеленский как-то сказал, что хочет мира любой ценой. А вот этот вот обмен мне очень напоминает капитуляцию. Мустафа Ага, еще уточнение. Опять же, президент Зеленский сегодня рассказал, что 7 августа в этом году он позвонил президенту Путину, и они разговаривали как раз о вопросах обмена заключенных, и как раз они об этом и договорились, что, мол, ну, не мол, а на сегодняшнее число как раз этот обмен и произойдет. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, что мог предложить Путину Зеленский, о чем... после чего Путин так сразу согласился на этот обмен? Что... От чего Путин не смог отказаться? Да. Ну, скорее всего, вот этот заключенный, который очень важный свидетель по делу Боинга малазийского, это, а во-вторых, Путин в выигрышном положении. Сегодня он освободит тех, кого мы скажем, а завтра наберет значительно больше. И мы тут будем беспомощны. И как можно договариваться с таким человеком, который грубо попирает все международные нормы? Здесь единственный путь всем мировым сообществом настаивать на том, чтобы безоговорочно были освобождены. Есть решение Гамбургского трибунала по поводу 24 наших моряков. Какие могут быть здесь обмены?
Саволнас, это был Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа, с нами на прямой связи. Николай, действительно, вы с Мустафой Джемилевым были на истоках переговорного процесса по обмену. Вы также считаете, что этот обмен несправедливый и фактически это капитуляция перед Российской Федерацией? Ну, я хочу сказать, вот Ахтем Ага говорил, еще несколько ретроспективных моментов. Когда произошел захват моряков, первыми, кто отозвался, первыми, кто начал предпринимать действия, это были крымские татары. Я приехал сюда, в Киев, у меня была возможность поехать либо в Крым и непосредственно принимать участие в этих заседаниях по избранию меры пресечения, либо попытаться вот этот новый кейс с самого начала сделать нормально, учитывая тот опыт пятилетний, который уже был. И вы знаете, здесь пробивал этот кейс Мустафа Джемилев, который это делал, и мы ходили к министру Климкину, и к министру Полтораку. И мало того, я хочу сказать, когда были уже достигнуты договоренности, что будет сформирована команда адвокатов, что этих адвокатов будет оплачивать государство, что эти адвокаты будут работать в рамках единой стратегии защиты, вот пока шли бюрократические различные вопросы, а они заняли практически месяц до января. Работу адвокатов, в том числе поездки в Москву на следственные действия, финансировал Мустафа Джемилев. И он лично свои деньги давал для того, чтобы моряков можно было защищать. Но я считаю, что, конечно же, тот факт, что крымские татары так сильно душой и сердцем болеют за своих соотечественников, за украинских моряков, и те обстоятельства, что вернули из 35 человек только одного крымского татарина, но это, на мой взгляд, позорище. Я б хотела... Одне уточнююче запитання. Ви от зараз сказали, що до того, як Мустафа Джемілєв з усією повагою фінансував, власне, роботу адвокатів, які визволяли чи причетні до визволення наших військовополонених. А скажіть, будь ласка, Мустафа Джемілєв був депутатом Верховної Ради у 8-му скликанні. І, власне, цим і я з вами, я пам'ятаю, добре на ефірі дискутувала на цю тематику. Коли замість того, аби розробити в законодавстві норми, які б уможливили фінансування адвокатів, нормально прийняти, змушені були, в тому числі Ірина Геращенко, я пам'ятаю, як вони в останній момент, забігаючи в бюджет, намагались протиснути цю норму. Чому не було можна зробити це в законодавстві нормально? Чи, може, ви знаєте, як юрист? Мені просто це невідомо. Що Как заважало? представитель европейской солидарности. Якийсь тиск Знаете, був, дело даже не в незрозумілість. европейской солидарности, просто у коллеги нет информации. На самом деле она недостаточно. Фактами, Ахтем Ага, пожалуйста. Факт такой. Во-первых, у нас не было, вернее, прошлый год тот, не было такой возможности в парламенте галопом принимать за один день 50 там, или 30 Про законов. 5 років. Крим окуповано Ирина, з я же вас не 14-го року. перебивал. Я вас не перебивал. Я ничего плохого не говорю. Вдруг Микола подтвердил, он четко сказал, что пока бюрократические препоны шли, а родственники, значит, эти наши ребята там на этапах и в тюрьме, времени не было, чтобы им сказать, подождите месяц. И немножко уточнения, конечно же, это речь касается о финансировании и родственников тоже. И пока заработала программа по оказанию помощи бюджетной всем семьям политзаключенных, на это потребовалось определенное время. Оно 100 тысяч работает. гривен давали, Я да? очень надеюсь, что в этом парламенте, и мы будем этот законопроект, мы уже его готовим, будем предлагать, чтобы оно было, во-первых, системно, во-вторых, учитывало реальности и то, что это будет бюджет, конечно же, достаточно серьезным, вот при реальном подходе ко всем этим проблемам политзаключенных. Я думаю, я уверен, коллеги со «Слуги народа» нас поддержат также активно. Искандер Ага, вам Можно? реплика. Я хочу внести просто точности. На самом деле депутат Джемилев, Мустафа Ага, он действительно зарегистрировал законопроект о политических вязнях, и непосредственно он подавал в Верховную Раду. После его инициативы было зарегистрировано еще ряд законопроектов. То есть в этом случае я бы сказал, что инициатива со стороны Мустафы Джемилева была, как депутата. Другой вопрос, что не приняли
тот законопроект, может быть и справедливо ваше замечание, но в перспективе вы должны объединить все усилия для того, чтобы те 84 крымских политзаключенных, которые сегодня находятся непосредственно в застенках ФСБ, и либо на территории России, либо на территории оккупированного Крыма, чтобы они хотя бы почувствовали какую-то помощь. А помощь действительно, она была со стороны, поскольку не было закона, Кабинет министров уже предпринимал определенные меры, и на основании постановлений несколько всего лишь семей смогли получить такую помощь. Щоб ви всі знали і глядачі почули, хто не прийняв? Народний фронт не проголосував, Батьківщина, Самопоміч? Да, я здесь вам предложил бы следующее. Я просто внес уточнение по поводу Нет, чтобы мы все инициативы, законодательной инициативы Мустафы Джемилева. Да? А теперь мы говорим о том, что мы перелистнули лист дальше. Что делать? И вот сейчас действительно это один из прерогатив сегодняшнего парламента, чтобы как можно быстрее принять закон о политических вязнях. Для того, чтобы была четкая дефиниция, четкое понятие, для того, чтобы в бюджет уже сейчас закладывались на 2020 год ассигнования для поддержки семей политзаключенных Эскендерова. и для оплаты Тобто на адвокатов. сьогодні такий законопроект є, і И он його в первом потрібно... чтении Все, прошел. давайте А то, розглядати. что Мустафа Ага подавал законопроект, тут дело не в парламенте даже, а в общественных организациях и объединениях. Они в течение года, чуть больше года, я уже был здесь, в Киеве, более выхолощенно хотели подать законопроект. Он есть, он принят в первом чтении, и будут к нему еще поправки, мы их готовим. И вот здесь мы проявим, скажем так, солидарность. Да, я бы хотела все-таки нас всех вернуть к основной сегодняшней теме, и к законам мы еще, конечно же, вернемся, но сейчас мы говорим об освобождении 35 политических заключенных, и я бы хотела дать слово всем присутствующим гостям и нашей экспертной группе, да, и продолжить идею, слова Мустафы Ага Джемилева, и чтобы вы также прокомментировали, да, считаете ли вы освобождение политических заключенных сегодня капитуляцией перед Российской Федерацией? Считаете ли вы рациональным этот обмен? Давайте я скажу. Значит, прежде всего, то, что сейчас удалось вернуть часть заложников, стало возможным только благодаря делу украинских моряков. Оно как локомотив тянуло все эти дела за собой в силу своей публичности, в силу своей наполненности различными международными аспектами и прежде всего в силу того, что Международный трибунал обязал Россию освободить моряков и вернуть корабли. Понятно, что Путин крайне не хотел артикулировать освобождение моряков именно как выполнение приказа трибунала. Именно поэтому они сказали, давайте мы еще кого-то докидаем, сделаем это в форме какого-то большого обмена и, соответственно, вроде как и не выполнили решение трибунала, а по факту выполнили. Но не кажется ли вам это как подмена понятий? Ильмяга, вы как, да, Ильмяга, заместитель председателя Меджлиса. Я думаю, что в этом процессе есть несколько слабых мест у Украины. Если помните, этот процесс начинался с того, что обмен всех на всех. Потом появились цифры 70 на 300, или там около 300 цифра была. 70 украинских и около 300 российских должны были обменивать. Потом остановились 32 на 32. Потом закончилось это 35 на 35. Вот где сепарация произошла? Где отделили... Я точно знаю, что Денисова, когда 70 или 80 составляла список, там были крымские татары, все, кто осужден, по крайней мере. Я до сегодняшнего дня считал, что это делали на российской стороне. Тем более вот этот недавний комментарий Путина, где он сказал или обозвал украинцев частью русского народа, обозначил, что украинского народа не существует, и тем самым вбил клин между, или пытался вбить клин между русскими украинцами и между украинцами и крымскими татарами, отсепарировав крымско-татарскую часть из этого списка. Это первое слабое звено. Второе слабое звено – это Цемах. Его ни в коем случае нельзя было добавлять в этот список, ни в коем случае нельзя было освобождать, ведь формально никакого обмена не произошло.
а произошло освобождение на той стороне и освобождение на этой стороне. Никакого обмена Юридический обмен как будто бы нету. Только на линии фронта, который не подпадает. Есть освобождение. Давайте присоединять еще экспертную группу нашу. Андрей Сенченко, да, юрист, народный депутат Украины 5, 6 и 7 созывов. Пожалуйста, вам слово. Ну, мы обсуждаем очень важную тему, но я считаю, что немножко уровень дискуссии надо приподнять, потому что мы говорим об обмене 35 на 35, о законе, который позволил бы финансово поддержать наших политических узников, которых удерживает Кремль, профинансировать работу адвокатов. Но я хочу напомнить о том, что 6 миллионов украинских граждан являются заложниками путинского режима на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. И, честно говоря, я понимаю, что новая власть, она еще достаточно молодая, и, безусловно, могут быть ошибки, но уже хочется увидеть, хотя бы какие-то контуры системной работы и увидеть тот штаб, который бы, во-первых, понимал, что это взаимосвязанные вопросы. Деоккупация и реинтеграция территорий, проблемы прифронтовых территорий и вынужденных переселенцев, проблемы репараций, которые мы должны так или иначе готовить претензии и в интересах граждан, и в интересах бизнеса, и в интересах пострадавшего государства эти претензии против Российской Федерации. Этот же штаб, по идее, должен заниматься реформированием украинской армии, ее укреплением, разработкой военно-политической стратегии, дипломатической стратегии, в конце концов, дать внятные ответы по поводу Минска и что мы там собираемся делать, менять что-то или не менять, или дальше там 5 лет говорить о безальтернативности. Наше собственное отношение к будапештским гарантиям, и собираемся мы наступать на дипломатическом фронте или нет. Потому что без решения этого комплекса вопросов, без того, что появился бы такой штаб, а я надеюсь, что он в конце концов во власти появится, без этого мы не найдем ответ на вопросы 6 миллионов наших пострадавших граждан. А для того, чтобы просто маленький элемент, я подчеркну, я очень внимательно смотрел первое заседание комиссии, которая в том числе занимается реинтеграцией временно оккупированных территорий. И, честно говоря, это жуть, потому что там были 2 солиста. Это Рабинович и Медведчук. А все остальные не были готовы к дискуссии на равных. И поэтому я думаю, что новой власти не нужно изобретать велосипед. Надо находить общий язык, рабочий язык с Меджлисом, с теми гражданскими структурами, которые все эти 5 лет воюют с Российской Федерацией в тех или иных сегментах и вырывая наших заложников и подавая иски против государства-агрессора, помогая в этой работе пострадавшим гражданам, помогая возрождать армию, со всеми с ними нужно. Поверьте, это намного более широкий круг, чем перечень грантоєдських організацій. Спасибо. Ирин, да. Дозвольте, я коротко відповім. Найперше, я не вважаю, що ті члени комітету з реінтеграції, деокупації, крім Рабіновича і Медведчука, які є присутні, є недостойні або якимось чином не відповідають заданій дискусії. А тоді повторіть, будь ласка, бо я не зрозуміла. Там представники є і нормально все буде. Те, що вони перший раз... Не були готові на равних дискутувати. А що значить не були готові? Я перепрошую. Як ви оцінюєте готовність чи не готовність? Коли ми від них почуємо концепцію, як діяти. Так це перше було засідання. Ви хочете, щоб як це виглядало? Це зразу переходити в Вибачайте, це законодавці. Добре, законодавці. Ні, тут я не погоджуюся. Але якщо дозволите, ви сказали щодо рамок. Я, якщо можна, контури рамок зараз окреслю. Справді, контур рамок буде ініційований президентом законопроект, який ми розглянемо у парламенті. Він має назву «Про оборону України». Як виявилося, у нас немає рамкового закону, а відтак іншого законодавства, який би комплексно містив перелік заходів, перелік суб'єктів у випадку нападу, введення воєнного стану. У нас тільки нещодавно появився оборонний бюлетень, а комплексного закону не було. А отже, є внесений такий законопроект, він буде рамковий, а потім будуть напрацьовані інші законопроекти, які регулюватимуть, власне, те, що ви називаєте контурами рамок, штабом і так далі. Ми маємо РНБО, ми маємо комітет в
парламенті. При президенті, при офісу президента зараз створюється група радників, власне, з деокупації, реінтеграції. Він також має право це робити. А отже, контури рамок будуть задані найближчим часом в законодавчому полі. Ну, я все ж таки Давайте, повинен пожалуйста, короткие репліку. реплики. У нас Рифат Чубаров уже на прямой связи, он все слушает. По короткой реплике, пожалуйста, от вас, по 10 секунд. Дуже коротка репліка, і вона мене стосується теж є. того, що в країні є закон про оборону України. Так, він достатньо серйозно спотворений Петром Порошенка за 5 років. Дякую. 10 секунд. Катерина Петенина, будь ласка, Я в пожалуйста. 10 не вкладуся, я після скажу. Хорошо. Да. И Светлана, тоже вам дадим слово, тогда после уже разговора с Рифатом Агачубаровым. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров с нами сейчас на прямой связи. Рифат ага, селям алейкум, вы слышите нас? Да, слышу. Рифат ага, перед обменом вы сказали, что отсутствие крымско-татарских фамилий в списках освобожденных политических заключенных укрепляет позиции Российской Федерации в оккупированном Крыму. Скажите, каким образом? Ну, немножко я другой смысл вложил, собственную там ремарку. Я знал о том, что в числе тех, кого обменивают, будет Эдем Бекиров. И я очень счастлив, что вместе с другими 34 украинскими патриотами освобожден Эдем Бекиров. Я говорил о другом. Я говорил о том, что занятие России позиции, когда при всех переговорах, при всех попытках установления диалога с Москвой по каким-то не было бы сферам, Москва полностью отсекает Крым и указывает Украине на то, что это, мол, ее территория, и поэтому она не приемлет никаких вопросов, касающихся Крыму, такое вот положение дальше уже опасно для нас, уже для Украины, и это будет укреплять позиции страны-оккупанта в Крыму. И понятно, что одним из причин, одним из факторов, почему среди тех, кто обсуждался к обмену, не было крымских татар, это был фактор того, что Россия этим как бы пытается укрепить представление в мире и свыкание Украины с тем, что это, мол, ее территория, и не надо вмешиваться в ее внутренние дела. Абсолютная логика бандита. Рифат ага, да, к вам, возможно, обращался ли кто-то из правящей партии или из команды президента Владимира Зеленского по этим спискам? Пытались ли с вами связаться и спросить, кого вы считаете из крымских татар нужно освобождать? Смотрите, у нас были разные ситуации, когда у нас вентилировали вопрос о том, что, ну, кого бы мы предложили бы, особенно об этом мог бы больше рассказать Мустафа Джемилев, когда происходят встречи, в том числе на международном уровне, то некоторые потенциальные переговорщики с Путиным, понимая, что тот никогда не пойдет на кардинальное, скажем так, разрешение вот вопроса, они, как правило, спрашивают, а кого бы вы могли бы назвать, 2-3 человек? В таких случаях, как правило, мы отвечаем, что нельзя пытаться ставить на ранжир человеческую жизнь. Для нас все политзаключенные одинаково ценны, их жизни. Рифат ага, и у меня еще одно уточнение, больше к вашему предыдущему ответу. Какой тогда идеальный вариант развития событий касательно в рамках, конечно же, освобождения наших людей из плена Кремля вы видели бы или видите? Смотрите, я, во-первых, хотел бы призвать о том, что вы и дальше будете беседовать. Извините, это не менторство, это просто просьба, чтобы в студии меньше отвлекались бы, скажем так, на внутренние упреки или желание найти, кто же что-то не доделал, а лучше говорить о том, что сейчас надо всем нам вместе сделать. Потому что, когда мы говорим о прошлом, то мы тогда должны объяснять, почему были те или иные позиции
тогда реализованы. И вот теперь я перехожу к ответу на ваш вопрос. Нам надо, вот именно сегодня настало время для того, чтобы просто абсолютно кардинально изменить подходы к переговорам не только с страной-агрессором, но и с нашими международными партнерами. Вот это заложенное, объективно ли, ошибочно ли, вот эта парадигма о том, что вот в первую очередь Донбасс, а потом в далекой перспективе Крым, и эта формула закладывалась в том числе и в первую очередь нашими международными партнерами, в частности Германией, нам надо категорически отказаться от этого подхода. Нам надо говорить везде с одной формулой: восстановление территориальной целостности украинского государства и обеспечение ее суверенитета по всей территории международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и Севастополь. И вот эта формула нам позволяет тогда во всех других вопросах и сферах обсуждать и аспекты, связанные с Крымом. Нам надо говорить уже сегодня о том, как защищать граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму. А нам надо сегодня в открытую говорить нашим международным партнерам, какая перспектива развития Крыма в составе украинского государства. И нам надо сегодня говорить о судьбе коренного народа Крыма, который сегодня является объектом целенаправленного системного уничтожения со стороны Российской Федерации. Рифат Ага, еще есть вопрос? Да, Рифат Ага, Давайте. еще один вопрос. Мы, конечно же, вот в этой студии все безумно рады освобождению политических заключенных, да, но вот все-таки открытым остается вопрос. Как вы считаете, каким образом президенту Владимиру Зеленскому удалось освободить 35 политических заключенных? Имеется в виду, как вы считаете, какова цена свободы 35? Смотрите, здесь тоже нам надо быть очень искренними, и, честно говоря, не надо, может быть, других, в том числе здесь, в середине Украины, но считать, может быть, более или менее там опытными. Практически все понимают. И понимают, как мне представляется, в первую очередь, это и президент Зеленский. Это понимают украинские политики. Это понимают меджлисы крымско-татарского народа. Я уверен, что это понимают и наши международные партнеры. Вот в этом обмене обе стороны преследовали абсолютно разные цели. Для Путина это был торг. В результате торга он, пытаясь показаться для всего международного сообщества уже изменившимся, он закрепляет позиции страны на оккупированных ею территориях для того, чтобы достигнуть тех же целей, которые он ставил для себя, для России в 2014 году. Для Путина этот обмен является одним из инструментов, чтобы достигнуть того, что он не смог достигнуть за 5 лет. Для президента Зеленского, я это вижу, я закончу. Да. Для президента Зеленского этот обмен является подчеркиванием того, что человеческая жизнь, она ценна. Но я абсолютно уверен, никто не будет уступать интересы государства, продавать, извините меня, как некоторые говорят, интересы государства. Вот этот обмен нам позволяет объединить международное сообщество, чтобы Россию припереть к стене более жесткими требованиями, чтобы Россия больше не игралась судьбами людей. Рифат Ага, оставайтесь, пожалуйста, на связи. У вас открытый микрофон, будете обязательно присоединяться к нашей дискуссии. Ну а сейчас... Мы, как уже несколько раз Да. заявляли, да, что среди 35 освобожденных политических заключенных всего лишь один представитель коренного народа Крыма, это Эдем Бекиров. Он провел в застенках ФСБ 270 дней. И сейчас... Сейчас мы очень рады встретить его в этой студии. Я попрошу всех, пожалуйста, встать под Эдем бурные Бекиров аплодисменты. у нас в студии. Это Эдем Ага Бекиров, который 269 дней пробыл в застенках Кремля. Эдем Ага.
Эдем-ага, пожалуйста, присаживайтесь. Может, вы поможете? Пожалуйста, да, присаживайтесь, да, это Эдем-ага. мага. Да. Да, девушка, микрофон, пожалуйста. Хош келдіңіз, бuyurunuz. Селям алейкум. Алейкум селям. Присаживайтесь. Эдем-ага, пожалуйста, микрофон. Ну, во-первых, Эдем-ага, здравствуйте. Селям алейкум. Салам алейкум, добрый вечер. Не хочу на суржике говорить. Можно я буду говорить на русском языке и кое-где на татарском, чтобы всем было доступно, Хотя бы наверное. держать, будет удобнее. Хотілося б на українській мові розмовляти, але за цей період, коли я там знаходився, трошки підзабув. І не хочеться українську мову ламати. Buyurunuz. Саглс. Я очень рад вас всех видеть здесь. Я очень рад, что сегодня я оказался здесь. Я благодарен всем, кто хоть маленькое участие принял в освобождении нас, моряков, нас, будем говорить, гражданских, не военных, но которые сегодня отстаивали честь Украины в Российской Федерации. Я благодарен каждому человеку, каждой правозащитной организации. Благодарен руководителям Меджлиса, благодарен руководителям государства. Благодарен телеканалу АТР, который каждый день оповещал все, что происходит там. Мне слов нету выразить эту благодарность. Поэтому, если вы позволите, я не буду всех перечислять, но я всем перед всеми. И моряки точно так же преклоняют голову перед всеми теми, кто хоть принял маленькое участие в освобождении сегодня их, которые вернулись домой. Но этим вопрос не закончился. Сегодня более 100 человек, наших политзаключенных, крымских татар, находятся в застенках СИЗО. С ними никто не считается, власти не считаются. Они им просто лепят клеймо, статью, срок. Статья, срок. Все как Олегу Сенцову. Без разбора. Прилепили, 20 лет, иди, родной. Вот Сибирь большая, иди помогай. Точно так же сегодня происходит в Крыму. Это идет, называется это, я и говорил на судах это, что это называется медленная депортация крымско-татарского народа со своей родины. Ну, политика Путина недолговечная, конечно. Все в этой жизни меняется. Наш народ в 1944 году выслали, но наш народ вернулся. Я уверен в этом, что наш народ в скором будущем опять вернется на свою Крымско-Татарскую автономную республику. Она будет. Хочет Путин этого, или власти их не хотят, или не хотят. Но это обязательно будет. Потому что такие люди, которые сегодня находятся там в СИЗО, которые прошли это СИЗО, патриоты. Патриоты Украины, патриоты нашего народа, которые система не смогла сломать их. Просто. Каждый вечер при открытых окнах Ахтембей знает, что каждый вечер открывают открыты окна в СИЗО во внутренние дворы. И каждый вечер крик «Слава Украине!». Это я вам честно говорю, без каких-либо преувеличений. Там есть украинские ребята, которые, не боясь ничего, все равно поднимают голос за Украину. Поэтому впереди много ждет еще работы. Сегодня вы обсуждаете, я вот мимо роком там мне дали посмотреть беседу, диалоги. Да, сегодня от каждого много зависит. Не только от президента, не только от Меджлиса, не только от каждого даже рядового человека, который принимает участие в борьбе за освобождение одного человека, политзаключенного. Это надо должное отдать. Мы должны сегодня все вместе объединиться, не смотреть, какого мы вероисповедания, какого мы граждане Украины.
Мы должны бороться за свой народ, за своих людей, за свою культуру. Да, российское государство мощное. Невозможно ее победить силой. Но ее можно взять умом. Эдемага, а у меня вот к вам вопрос. А когда вы узнали, что вас освобождают? Ну, во-первых, когда последний суд был, они изменяли меру пресечения. Я даже не знал, что они изменят меру пресечения, потому что последнее заключение было продление на 2 месяца до октября 12 числа. Потом резко сообщили, что режимники, что завтра на суд. Но выехав на суд, я, конечно, адвокат мне уже на суде сказал, что будет мера пресечения изменена, так как, во-первых, давление было со всех сторон, они не могли по-другому решить. Они реально понимали, то дело, которое они сегодня сфабриковали против меня, это сфабрикованное явное дело. Адвокаты его развалили, сообщество развалило это все. И каждый это понимал. А узнал, когда уже суд закончился, вместо того, чтобы они меня выпустить, они побоялись, что будет много людей на суды, слава Богу, приходит очень много людей, поддерживают этот сам. И они побоялись, что, я не знаю чего, так как мне сказал один из сотрудников ФСБ, говорит, мы тебя специально вывезли в Москву для того, чтобы там не создавать этой шумихи. То есть они вас в побоялись тот же день вывезли в человеческого волнения, что люди подымутся и потребуют еще остальных освободить. Они этого боятся. Они боятся этих судов. Почему они закрытые суды делают над Сервером Мустафаевым, над Салиевым, Сейраном Салиевым и все остальными ребятами? Почему они делают закрытые суды? Чтобы народ не знал, что они, какие приговора им выносят. Вот и боятся этого волнения, чтобы лишний раз не будоражить людей. Эдемага, давайте подключать для дискуссий. Да. Мы очень рады вас видеть. Это, во-первых, спасибо вам большое. Спасибо. И давайте к дискуссии присоединять. Я обещал слово Катерине Петяниной. Пожалуйста, Катя. И после Светлана. Дякую, добрий вечір. Я вітаю пана Бекірова і ще раз. Я дуже вдячна всім, хто долучився, зокрема Миколі Полозову і всій команді, яка працювала над звільненням сьогодні людей. І хотіла б сказати, власне, про те, що у нас дискусія на початку зайшла у той бік, що ми говоримо так про політичні якісь суперечності, про те, що пан Чубаров сказав. І представник партії ЄС, і представник «Слуги народу», і навіть колишній нардеп «Батьківщини» всі дорікають одне одному. І хочеться сказати, що от я з погляду журналіста, розмірковую з погляду журналіста, який стежить за обіцянками, я можу сказати, що є купа невиконаних обіцянок в попередньому скликанні. І ми зараз говоримо про те, щоб щось відбувалося, щоб зрушення були, а не було голослівних запевнень, як було раніше. І як це було у 8-му скликанні, коли та сама партія «Батьківщина» говорила про те, що стратегія Криму має розроблятися, хоча це насправді компетенція Кабміну, і потім вони адекватно пояснювали, що ми не будемо цього робити. І та сама партія, і той самий Петро Порошенко, і Олександр Турчинов, і Арсеній Яценюк, всі говорили, що там, наприклад, стосовно MH17, що ми покараємо винних. І це були слова, які дали надію людям, і які врешті-решт, ну, на жаль, не справдилися, і це закономірно, що це набагато довший процес. Тому я думаю, що тут от варто подякувати тим, хто зараз робить щось, тим, хто раніше щось робив, і все ж таки говорити про майбутні кроки справді, а не дорікати одне одному і не точити якісь політичні суперечності. Катерина Петянина, она является редактором портала Давайте «Слово и дадим дело». слово, да. Почему, возможно, кто не знает, почему Катя так это уверенно говорит, потому что это их работа, они следят за всем этим, фиксируют обещания предыдущих депутатов, настоящих и так далее. Спасибо вам тоже за эту работу. Обещал слово Светлане Крюковой, пожалуйста, заместитель главного редактора. Здравствуйте. Да, «Страновей». Вы знаете, до того, как вы появились в этой студии, у нас была геополитическая дискуссия. И разные стороны высказывали разную точку зрения в отношении того, как должен был происходить этот обмен. Были включения. Если у вас есть возможность, посмотрите. Но я думаю, что сейчас будет много новостей, и вы будете тоже... Интересно, как вы смотрите, как человек, судьба которого решалась. Мы вот так обсуждаем сейчас судьбы людей, смешивая это с геополитикой. И, знаете, это немножко, ну, не то чтобы странно смотрится, но я прекрасно понимаю, что люди, которые всегда находятся в самолете, в тюрьме, в процессе,
вокруг этого новостного фона, вернее, внутри новостного фона, они всегда по-другому воспринимают. И я могу вам сказать, что вот мы, как журналисты, когда мы описывали именно новости, связанные с обменом, а вы помните, что неделю назад произошел определенный информационный фальстарт, когда многие начали писать про обмен, а его не было, он не состоялся. Мы тогда, кстати, очень осторожно себя вели. Так вот, когда мы описываем именно эти события, мы стараемся вести себя крайне безэмоционально, просто подавая факты, потому что мы понимаем, насколько эта история больно бьет по конкретно судьбам, эмоциям и здоровью конкретных людей. Это первое. Второе. Поэтому я думаю, что когда вам будут рассказывать про геополитику, про то, что этого не нужно было, а может быть, нужно было еще посидеть и потянуть геополитический интерес, и не знаю, как эта дискуссия развивается у вас в самолете, о чем вы говорите со своими, с теми людьми, и говорили ли вы об этом, когда летели, то есть, и был ли у вас Ну, выбор? во-первых, самолет летел всего 1:10. Ну, понятно, и говорили вы... Перевод маленький был, чтобы о чем-то говорить. Находясь в застенках СИЗО, находясь в Лефортово, ребята, я слышал их разговоры, разговаривал с Балухом, потому что он рядом со мной сидел, с Володей Балухом. Вы знаете, основная тема разговора была, находясь в СИЗО, мы друг друга там не видим практически. Даже в соседней камере сидит, мы не можем видеться. Мы можем там через окно перекрикнуться, правильно, Ахтамбек? Через кормушку. Через кормушку, когда открывает, то есть окошко, там, где еду подают, надо открывать, там мы можем перекричаться. Или, если получается, там звонить. Поэтому ребята, которые сегодня встретили в самолете, ну, какая у них может быть тема? О родных, о близких, каждый с надеждой, что сейчас, через час самолет приземлится на родине, и они уже выйдут, ну, на родине у себя, кажется. Геополитика, конечно... А скажите, извините, я перебью, а у вас вообще был выбор? То есть вот вас спрашивали? Потому что мы говорили тут о том, что у вас и есть ряд мнений, что у вас, в принципе, и не спрашивали, летите вы на обмен или нет. Знаете, после суда, когда они меня должны были с суда отпустить, но посадили в бус с охраной и везли. Я думал, я спросил, говорю, куда мы едем? Говорят, мы где тебя взяли, мы должны сдать СИЗО, мол, из СИЗО тебя должны отпустить. Ну, по пути мы заехали в ФСБ, я увидел, что паспорт мой появился, резко украинский, там подписать, что я его получил. Ну, в общем, начались какие-то Да, движения. я сразу остановился, я говорю, и когда мы уже ехали в СИЗО, я понял, ну, я Симферополь знаю, слава богу, я говорю, почему-то мы не в СИЗО едем, мы за город едем. Говорю, да, мы едем в аэропорт, мы сейчас летим в Москву. Я говорю, почему мы должны лететь в Москву? У меня нет желания лететь, никаких поездок делать. Ну, говорит, с вами же никто не будет спрашивать. Даже право выбора там никто не дает. Давайте дадим слово, да. Буквально одну ремарку, извините, если позволите. Вот мы просто тут всегда пытаемся разобрать этимологию слова обмена, если, и, может быть, юристы тут меня подтвердят эту информацию, ну, как бы, мнение. Насколько я понимаю, если бы речь шла действительно об обмене, то тогда была бы соблюдена полностью вся процедура, в том числе личного согласия после принятия судебного какого-то конкретного решения человека, который участвует в этом обмене. Ну, обмен возможен только если существуют военнопленные, признаваемые с обеих сторон. Да. Да, если есть две стороны конфликта, участвующие в войне. То, что происходило сейчас, обмен — это такое клише, которое журналисты взяли, ну, удобное слово, короткое, да, емкое. То, что происходило сейчас, юридически можно назвать взаимное освобождение удерживаемых лиц по нескольким процессуальным процедурам. Кого-то помиловали, кому-то изменили меру пресечения. Это происходит взаимно с одной и с другой стороны. Поэтому говорить обмены юридически некорректно. Давайте дадим слово Сергею Стерненко. По факту оно так и было. Сергей, да, общественная организация «Не байдужі». Доброго вечора. Добрий вечір. Я хочу вам особисто подякувати за вашу стійкість, за те, що ви залишились вірними Україні за час перебування фактично в російському полоні. Тут багато дискусій було, і я впевнений, що вони ще будуть, про те, чи справедливий цей обмін. Чи правильно, що ми віддали можливого свідка по справі MH17? А чи не зрада цей обмін, чи це перемога? Я, як звичайний громадянин України, який сьогодні також став свідком того, що наші хлопці, наші громадяни повернулись до нашої країни, я гадаю, що ми повинні радіти
кожному українцю, якого вдалося повернути з російського полону. І кількісний склад тут, на мою думку, не має жодного значення. Якщо ми можемо забрати з лап Кремля хоча б одного громадянина України і поміняти його на 1000, на 2000 тих, хто потрібен чи не потрібен навіть Російській Федерації, це потрібно робити. Тому що цим ми відрізняємось від росіян. Я дивився, як сьогодні зустрічали українців по прибуттю до Борисполя і порівнював з тим, як зустрічали росіян, і не тільки росіян, які прилетіли до Москви. І це абсолютно дві різні картинки. Сергей, кстати, Как вы будете компенсировать вот те потери, которые остались без отцов, без братьев, с оружием в руках на фронте? Вы немножко, когда Я не говорите, ставлю в жодному випадку вы знаки реальность дорівнює в берите, цих у нас в стране питаннях. идет война. Саме так. У нас в країні йде війна, і я дуже радий, що громадяни України повернулися з російського полону. Саме це я хотів сказати. Я в жодному випадку зараз не кажу, що ми повинні йти на якісь домовленості з Кремлем, що ми повинні щось віддавати Кремлю іще. Громадяни України повернулись на територію України, і це найголовніше. Это говорит о том, что вы, в общем-то, об этой ситуации, что в Крыму, что в войне, знаете поверхностно. Ви не згодні з тим, що ми Ні, повинні да, боротися не за кожного соглашусь. громадянина, який перебуває в російському полоні? Это мне вопрос. Пане Ахтеме, это я мне з усією вопрос. повагою, так, я до вас ставлю запитання. Що? Я просто вас Повторіть. не зовсім розумію. Еще раз повторите вопрос. Я запитую вас, чи ви не згодні з тією тезою, що ми повинні боротись за кожного українця, який перебуває в російському полоні, і повернати його будь-якою тезу, ціною? которую вы сказали. Конечно, если бы мы не боролись, то мы до этого еще не освободили бы еще ряд заключенных. Борьба за заключенных и освобождение любой ценой – это разные вещи. Нет, он говорил о том, что 1000 за одного отдать. Это реальность есть? Нет. Реальность есть 1000 отдать за Давайте одного. передайте, Это пожалуйста, реально? микрофон. Это демагогия. Дайте, Айдару пожалуйста, добавим. микрофон журналисту Айдару. Сергей, Я да. коротко завершу. Да. Я Да, коротко да, завершу. Сергій, да. Я Айдар можу Я добавити. хочу завершити тим, що неважливо, друзі, які в нас всередині точаться зараз дискусії, ми повинні бути об'єднаними навколо того, щоб повертати наших українців додому. І ми повинні робити все заради цього. Росія – агресор, Росія – окупант. І якщо, не дай Боже, українська влада буде ставити питання територіальної цілісності чи будь-які інші питання під здачу російським інтересам, то ми повинні так само з вами об'єднуватись і робити так, щоб захищати і надалі Сергей, український вот у меня к вам, суверенітет. знаете, такой вопрос. Среди переданных Российской Федерации есть гражданин Российской Федерации Евгений Мефедов. Он является участником антимайдана в Одессе 2 мая. Вот вы как активист из Одессы, да, как на это отреагировали? Знаєте, це дуже довга відповідь, але я постараюсь коротко. Євгеній Мефедов, точніше, Да. бо він росіянин. Він перебував в одеському СІЗО по справі 2 травня і потім був виправданий українським судом через те, що наші правоохоронні органи не змогли ефективно або не хотіли провести слідство по подіям 2 травня. Після того його закрили по іншій справі, за котрою я особисто, як юрист, дивлячись в очі Кримінальному кодексу і Кримінальному процесуальному кодексу, не бачив підстав для того, щоб дати йому обвинувальний вирок по цій справі. І те, що ми його віддали і змогли повернути взамін 1, 2, 3, неважливо скільки українців, це, я вважаю, абсолютно виправдано. І якби стояло ще таке от питання, ну, та забирайте своїх росіян, будь ласка, нам не шкода, а от кожен українець повинен бути вдома. Передайте, пожалуйста, микрофон. Да, Айдару, может, Да, Павел? позывной Да. берет у нас в гостях есть? Да, да. Во-первых, Микрофончик есть свободный? Да, Айдарова. Я могу говорить? Да, будем. Во-первых, Эдамаган Да, всем как родственник. Это просто невероятно. Но мы знали, мы верили, мы каждый день Элеоноре говорили: Элеонора, папа вернется, мы обязательно обнимемся. Я писал, что обязательно вас обниму. Сегодня обнял, сегодня счастливый день, очень счастливый день. Что я хочу сказать насчет того, мне кажется, неразумение просто произошло между Ахтемом Чайгозом и Сергеем Стерненко. Люди патриотичные оба. Суть вот в чем. Сергей говорил, что менять, я выражу это как сам понимаю, можно менять кого угодно, на кого угодно и в разных пропорциях. И Израиль менял 1000 к 1 только для того, чтобы не идти на политические уступки.
Вот главное, что нельзя менять кого угодно на что угодно. Вот эта формула должна быть четко в голове у каждого политика, у каждого журналиста. Пропорции могут быть разные. Сегодня договорились, кстати, о равной пропорции. Да, это мало, но это правильно, что она равная, значит, украинская позиция была хороша здесь, да? То есть не 1 к 10 меняли, да? Это, в принципе, достойный обмен, хоть это и не терминологически неверно, но по факту это обмен, это просто обставляется разными процедурами, там, милостями Путина якобы и так далее, он был вынужден это сделать. У меня своя особая точка зрения по поводу того, насколько ценный свидетель Цемах. Я считаю, что он не ценный, и я об этом сразу написал, просто проанализировав ситуацию с тем, как интересовались им голландцы за эти 3 месяца. Ответ – никак. Что он мог сказать на суде? Ответ – ничего. Но голландцы уже отреагировали. Да. Буквально за 5 минут до начала этого эфира Нидерланды просят вернуть, отдать им, точнее, Цемах. У Российской Федерации просят Вот пусть у вернуть Российской Цемаха, да, Федерации, Нидерландам. отлично, пусть они у них и просят. Но до этого сотрудник Bellingcat, компании, которая помогала расследовать и которая собирала доказы, сотрудник Bellingcat сказал в интервью неукраинскому СМИ, он сказал, что особой ценности для суда не представляет Цемах. Ну, максимум, что он сидел бы с адвокатом, хотя бы на скамье подсудимых один сидит с адвокатом, уже для европейцев так привычнее, чем полностью заочный суд. Но с другой стороны, ничего нового он там не сказал. Доказательная база огромная, и от вранья, он бы врал на суде этого человека, ничего в доказательной базе не изменилось бы. Зато теперь все знают. И он подчеркнул то, что я тоже сказал сразу, когда только услышал от Бутусова, что есть обмен на Цемаха, он требует Цемаха Путин. То, что Путин требует ультимативно Цемаха и отдает за него даже Сенцова, которого вообще никому никогда не хотел отдавать, и ставит это условием освобождения всех остальных, это большее доказательство вины России в катастрофе MH17, чем все, что мог сказать этот человек на суде. Поэтому вот у меня такая точка зрения. Я не считаю это капитуляцией. Во-первых, по крайней мере, я не Ванга, чтобы предсказывать. Я вижу сейчас, что обмен 1 к 1, что Цемах не такой важный свидетель, как многие его описывали, мне так кажется, да. А вот дальнейшие шаги уже покажут, и будут ли. Если мы увидим политические уступки, это будет совсем другой разговор. Пока мы говорим об этом только в предположительном ключе. Будет, не будет, я как журналист привык фактами оперировать. Пока выглядит все достойно. Есть факт, что Международный трибунал 24 военнопленных признал незаконными и обязал выдать. Это 1 к 1? Это 1 к 1? Конечно, но Путин просто нет. Артембей, мы тут живем, все-таки мы понимаем, что Путин не отдал бы их просто так все равно. Он террорист, он глава террористической группировки. И то, что он отдал хотя бы 1 к 1, это уже плюс огромный. Просто так он не хотел терять лицо, об этом Полозов знает прекрасно. Он бы так не отдал. А он и так, на самом деле, они под следствием остаются. Хорошо, тогда у меня, вот, знаете, возникает вопрос. 10, если не ошибаюсь, 25-я статья Конституции Украины, которая гласит, Украина не выдает своих граждан Российской Федерации. 12 граждан Российской Федерации сегодня переданы. Да. Не нарушаем ли мы Сергей Стерненко, юрист, говорит, юридических не выдавали. Очень сказать. Да. Я можу зачитати. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України, ніхто нікого не виганяв, або виданий іншій державі. Вот, да. Не нарушаем ли мы Конституцию? Я попрошу слова. Дело в том, что на самом деле, когда вы поставили вопрос о том, что капитуляция или нет, в первую очередь я хочу начать с позитива. Сегодня победа для родственников тех политзаключенных и военнопленных моряков, которые вернулись на родину. И это точка. Это действительно победа. Победа тех правозащитников, которые работали, победа всех тех людей, которые принимали активное участие. Теперь, что касается вообще, насколько выгодно это больше Российской Федерации или Украине, я в своем посте до этой передачи за несколько дней написал, что если бы Сенцов и Балух знали бы, какой ценой, им, возможно, это не понравится. Поэтому я думаю, что главным и важным индикатором будет позиция Сенцова и Балуха через некоторое время. Мы об этом услышим. Когда они разберутся, что меняли там на Цемаха и таким подобным. Я хотел бы обратить внимание на следующее. Давайте проанализируем список, когда мы начинаем говорить, почему те или другие. Вот кого хотел увидеть или от кого хотел избавиться Путин?
от самых токсичных сегодня для Путина людей, о которых говорят на Европарламенте, о которых говорят на всех международных площадках. Среди них Сенцов, Балух, среди них Эдем Бекиров был, где практически на всех площадках об этом говорили. И в том числе мы говорим о 24 моряках, потому что все-таки есть решение Международного трибунала ООН по морскому праву. И неисполнение все равно может привести в будущем к чему? К усилению санкционной политики. Хотя остается один момент, то, что корабли они еще не передали. Поэтому мы не можем однозначно говорить, что решение полностью не выполнено. Но при всем том Российская Федерация здесь преследует следующие вещи. У России одна задача – приостановить санкционную политику, которая на самом деле душит сегодня Российскую Федерацию. Теперь, избавившись от токсичных политических заключенных, о которых практически каждый депутат Европарламента или Конгресса США знает, избавившись от моряков, а мы знаем еще и поменяв на Цемаха, извините меня, здесь четко было сказано, я хотел об этом тоже сказать, обмены и освобождение совершенно разные понимания. Но Цемах, он мог в лучшем случае подвергаться обмену, но не мог подвергаться этому освобождению. И при всем том мы видим следующий процесс. Процесс в том, что уже в марте 2020 года должно быть заседание в Гааге по делу MH17. И MH17 – это важная составляющая в санкционной политике против Российской Федерации. Как и аннексия Крыма незаконная, как и начало на востоке войны, так и MH17. Поэтому вот здесь как раз мы видим, что у Российской Федерации ухудшается ситуация, и она закидывает определенные правила игры. Самое главное, чтобы мы не повелись на эти игры. И последний тезис. С позиции нашего президента. Я понимаю, что президент в первую очередь хотел продемонстрировать украинскому обществу, что если он сказал, он сделал. Другой вопрос, какой ценой и как это будет, мы со временем увидим. И я думаю, что один из первых, кто заявит из политических заключенных, это, конечно, Сенцов, потому что он еще не владеет. И вы, когда задали вопрос, о чем вы говорили, понятно, что все они не знали, какая ситуация и с чем это связано. И еще последний момент, когда вы сравнили, как встречали в Москве условно и как встречали в Украине. Мы встречали героев. Мы на самом деле встречали героев, а туда обменивали преступников, террористов и бандитов, и среди которых 12 граждан Украины, и о которых абсолютно российское общество не знает. И поэтому... Два человека только были. Там был интересен Вышинский и Цемах. И все остальное это балласт в нагрузку. Давайте слово Резе Шевкееву дадим, члену МЧС крымско-татарского народа. Резага. Пока кандидат службы все сказали, что я хотел сказать. Но я хочу добавить одно. Вот этот процесс, сценарий с пленниками и обменами Украине навязан и всему миру навязан Российской Федерацией, агрессором. Они этот сценарий разработали для того, чтобы отвлекать мировое сообщество от самой главной цели – захват Крыма и Донбасса. Поэтому, когда мы слишком глубоко в эти вопросы углубляемся и начинаем между собой выяснять даже отношения какие-то обиды возникают, мы здесь не правы. Не ведитесь по ихнему сценарию. Сегодня в аэропорту я видел по это видео, как встречали сотни людей, были у трапа самолета. Такого в Украине не проводилось. Я видел, как встречали Сенцова, когда прилетал. Мы в аэропорту в зале ждали, и только один президент вышел, ее встретил и зашли. А здесь весь народ, все их родственники были в аэропорту. Несколько другой формат взаимоотношений идет. Мы должны это осознать. Это пришло молодое поколение, которое ведет политику несколько иначе, как мы привыкли обычно. Сегодня состоялся обмен. Обмен неравнозначный. У меня много претензий в части отдельных лиц, да? Но он состоялся. Это борьба за возвращение этих людей в Украину, освобождение. Мы вели уже сколько лет подряд ведем. Наконец-то это случилось. И мы сейчас немного говорим, вот лучше бы не вышел, лучше бы... Пусть они выйдут. Ничего, они здесь сегодня праздник. Этот праздник мы будем праздновать. Пусть они все семьи празднуют, но борьба продолжается. Самое важное, что я услышал при встрече, слова президента, он сказал:
это те шаги, которые затем последуют, ну, продолжение освобождения территории. Он никогда это не забывает. Поэтому здесь мы должны это понимать. Видите, очень важно в этом моменте, да, вот как химические реакции, чтобы не получилось, что очень много различных реакций происходит, а в осадок сядет Крым. То есть вот здесь, чтобы мы не получили, что вокруг всей этой суматохи, политических обменов и так далее, это даже не правовой обмен, Николай, думаю, не будет спорить, это чисто политический обмен. И самое главное, чтобы Крым, который очень важен для нас, за который мы будем бороться, я уверен, что Сенцов будет на свободе еще более активно бороться, и мы вместе будем добиваться и баллов. Поэтому здесь очень важно все-таки, чтобы принцип восстановления целостности Украины оставался, и над этим нужно совместно Давайте очень работать. Безусловно, освобождение наших ребят, именно освобождение, не обмен и так далее, это радостно, потому что это ожидание всего общества, но это не победа. Победа – это когда мы освободим свои территории. Это один из инструментов того, что мы применяем в этой войне. У нас война. Что касается... Мы еще и должны понимать, что мы с этих процессов должны урок получить. Даже если это неприятно кому-то говорить, надо открыто говорить, что есть такое непонимание людей, которые едут в Крым отдохнуть или решить вопросы денег. Это не касается крымских татар. Крымские татары своими поездками и в Крым, и сюда, в Украину, демонстрируют сопротивление. Но вот когда ездят по причинам того, что там кого-то навестить или кого-то где-то провести время, нам потом вот такой дорогой ценой обходится, и где-то мы еще и национальные интересы вынуждены приостановить, чтобы вытащить. Я не говорю же о финансовых потерях и так далее. Все общество собирает деньги и пытается каким-то образом помочь. Что касается, одну секундочку, первого и второго этапа. Первый этап вызвал много вопросов по условиям освобождения, по процессу переговора. И это тоже неправда, что тишина, она является условием освобождения наших политзаключенных. Неправда. Эта тишина нужна, когда открыть и рассказать обществу условия освобождения, как Николай сказал, прописанные в процессуальном кодексе России. Второе. Ценность обмена. Вас ведь тоже обменяли на двух преступников. Одну секундочку, сейчас я к этому вернусь. Да. Второй этап. Что касается второго этапа. Если мы всю свою борьбу в этой войне и за свои территории сведем к тому, что мы только будем освобождать наших политзаключенных, а сколько времени тогда и что мы должны отдать взамен Крыма? Вот эти вещи, я убежден, я поддерживаю полностью Мустафага, что касается стратегических вопросов. Гульсун, я неоднократно 1,5 года говорил, и наших ребят, как я им сказал, даже не спрашивали, когда их посадили в самолет. Но то, что мы, когда блокаду проводили, и мое мнение спросили, я сказал, что разменивать Чигоза на блокаду нельзя. Когда за Паре разговор зашел, я тоже свое мнение сказал, что категорически нельзя. И за 2 ГРУшников, которых директор АТР предлагал обменять на Чигоза, Ленур Ислямов, я сказал, что я не готов морально, чтобы меня обменивали на преступниках, у которых кровь на руках. Ахтем-ага, мы Ларисе Волошиной обещали реплику, Светлана Крюкова после Сергея Стерненко, но перед этим хочу сказать, что мы на нашей фейсбук-странице АТР запустили голосование. Пожалуйста, редакторы, выведите на экран. Да. Вопрос звучит следующим образом. Поддерживаете ли вы взаимное освобождение граждан со стороны Украины и Российской Федерации? Есть 2 варианта ответа. Поддерживаю и поддерживаю, но смотря какой ценой. На данном моменте у нас 70% проголосовали за второй вариант, 30% за первый. Я призываю телезрителей также заходить на Facebook-страницу, голосовать. Мы обязательно в конце все результаты опубликуем. Как я обещал, давайте Лариса по реплике. Волошина. Да, Лариса Волошина, пожалуйста. Друзі, я хочу все ж таки повернути нас до предмету, до того, це було
повноцінний обмін. І знову ж таки, коли ми говоримо про рівноцінність, ми говоримо не про пропорції один до одного. Ми говоримо все ж таки, чи відбулися політичні поступки в обмін на людей. Я вам хочу нагадати, що 25 травня було рішення Міжнародного трибуналу з морського права, яке вимагало від Росії звільнення військовополонених моряків 24 людини. Через місяць буквально Російська Федерація замість того, щоб виконати цю вимогу, надіслала Україні ультиматум, який передбачав, що фактично моряків будуть судити, що фактично цей ультиматум Російської Федерації передбачав, що Україна і моряки погодяться на те, що біля берегів Криму відбувся перетин російського кордону. Це неприпустимо. І після того, як український МЗС сказав, що це неприпустимо, і Росія має просто звільнити людей, як цього вимагає трибунал, що відбулося? Росія відзвітувала, що вона виконала вимоги трибуналу, а українська сторона у вигляді новообраної влади не дала заперечень. Замість цього почався процес так званого цього обміну. У мене питання, наскільки українських бранців можна було поміняти оце рішення по трибуналу? Я хочу вам нагадати, що невиконання трибуналу з морського права в якості санкцій передбачає заборону входження російських судів у будь-які світові порти. Для країни, яка торгує нафтою, це дуже великі втрати. Замість того, щоб почати процес, принаймні заявити про те, що Росія не виконала цих вимог, що вона не звільнила моряків, і суда Україна вирішила якось тихо домовлятися. Але питання не в тому. Коли знову ж таки ми говоримо про те, що в цьому списку відсутні кримськотатарські прізвища, про що ми говоримо? Серед тих 84 прізвищ кримських бранців, чим відрізняються оці кримські татари від Едемага, наприклад? Тим, що вони були змушені взяти російські паспорти на окупованій території, і Російська Федерація говорить, що це наші російські громадяни, про них мова не йде. Чому Україна не наполягає на звільненні цих людей? Чому Україна робить вигляд, розумієте, що ті люди, там, до речі, не тільки кримські татари, там є Штибліков, там є Дудка, там є українці, тобто ті, кого Росія вважає своїми громадянами. І Україна чомусь не говорить, навіть не заявляє позиції, що ці люди наші громадяни, і ми не погоджуємося з цією позицією. На сьогоднішній момент, зараз, відбулася дуже дивна ситуація. Обмін дійсно відбувся, але ми не чуємо навіть після обміну чіткої позиції по кримсько-татарській автономії, по тому, що ті люди, які є в списках правозахисників і яких немає в жодних списках на обмін, в жодних українських списках цих 84 людей немає. Так от, Україна має заявити по них позицію. Ще один момент. Нещодавно в інтерв'ю Суспільному телебаченню представник партії «Слуга народу» Нелі Яковлєва сказала, що «Слуга народу» не буде приймати постанову Верховної Ради щодо виборів, які відбуваються на території окупованого Криму зараз, 8 вересня. Я би хотіла, щоб хоча б зараз ми отримали від моновлади якусь чітку позицію щодо окупованого Криму. Що не відбудеться жодних фальсифікацій і жодних домовленостей. Я ж, знаєте, не комп'ютер в голові. Пані Волошина, скажіть, будь ласка, ваша цитата: «Росія відзвітувала про виконання рішення суду». А де ви прочитали про такий звіт? Дайте мені лінк, скажіть посилання. Ми знову починаємо грати в цю гру? Ні, будь ласка, де Росія відзвітувала? Якщо коротко, 2 слова, щоб я зрозуміла, де ви це прочитали. Чи побачили, чи зрозуміли, скажіть. Що Росія відзвітувала Гаазі, так я розумію? Так, гаразд, дивіться. Росія... По позиції, так. Ні, звіт. Я хотіла б цей звіт почитати, що вони відзвітували, тобто кораблі не віддали, рішення не виконано в повній мірі, однак вважають, що військовополонених і рішення вони виконали. Тобто вони визнали... Вони відзвітували, що Україна відмовилася. Вони визнали рішення? Вони визнали рішення? Ні. Вони визнали рішення, це дуже важливо. Визнали? Вони відзвітували, що Україна відмовилася від цього виконання. І Україна навіть не заявила позиції, що ніякої відмови не було.
Тому давайте ви не будете перекручувати інформацію, а будете говорити по суті. Я вам пояснюю, поясніть завтра, зараз нам позицію вашої партії щодо Уважаемые гости, давайте без конфликтов. Дивіться, Давайте без якщо ми конфліктів, а чисто говоримо про факти. рішення, які виконує Росія, ну ви ж розумієте, Пожалуйста, Ірина. Росія нічого нікому не відзвітовувала, вона не виконувала жодного рішення і не збиралась його виконати. І не потрібно апелювати в даному випадку до такого рішення, бо якщо ми візьмемо аналогію Sunrise, голландське судно, де були голландці на борту, Росія так само знайшла можливість не виконати рішення, а віддати громадян Голландії. І такий самий спосіб знайшла цього разу. Вона знайшла спосіб віддати військовополонених громадян України і не визнати рішення Гаазького трибуналу. Тому не потрібно маніпулювати, ми повинні визнавати. Немає іншого способу, якщо ми сьогодні говоримо про Російську Федерацію. Якщо ви знаєте прецеденти, аналогічні рішення, можливо, ви знаєте. Я скажу так, по Arctic Sunrise ситуация была такая, что всех подвели под амнистию и освободили на этом основании. А в данном Это выпадку? не помешало потом Голландии в арбитраже трибунала взыскать несколько миллионов долларов с России. Здесь, Сейчас в этой помиловали. ситуации, Це важливо, щоб юристи в пояснили. этой ситуации важно понимать, трибуналу плевать, каким образом Россия будет выполнять его решение. Тушкой, чучелкой. Им важно, чтобы моряки вернулись в Украину, пункт закрыт. И им Пане важно, Волошин, чтобы корабли послухайте, будь вернули. ласка, Вот когда вам вернут юрист корабли, пояснює. Россия пишет отчет в трибунал и говорит, мы все сделали. Она это будет делать тайно. Николай, Конечно. у нас... Явно это будет так. Мы сделали обмен, трибунал закрыт. Игорь Яковенко, журналист из Москвы, с нами сейчас на прямой связи. Давайте его поприветствуем. Игорь, здравствуйте, слышите ли вы нас? Здравствуйте, я вас очень хорошо Да. слышу. Игорь, как в средствах массовой информации Российская Федерация формулирует освобождение политических заключенных? Вы знаете, здесь есть огромная разница между тем, что происходит в российских СМИ и в украинских. Ну и вообще в самом украинском информационном пространстве мы видели, как действительно у трапа встречал освобожденных заложников, которых отпустила, наконец, Россия, президент. Здесь президент России занимался совершенно другими делами. В российских средствах массовой информации там существует только один человек. Это Вышинский. Вообще лица всех остальных помилованных и отпущенных из Украины людей, они замазаны. То есть вообще это уникальная совершенно ситуация. Если Украина открыто публикует все списки, открыто встречает, в общем, в Украине происходит очевидная радость освобождения, ну, многие, по крайней мере, радуются освобождению заложников. В России все это намного более серо, тускло. И, ну, вот единственный человек, по поводу которого существует такой микроскопический ажиотаж, это Вышинский. У нас еще не было итоговых программ недельных, но, во всяком случае, можно уже с уверенностью сказать, что контраст огромный, потому что очевидно, что для Украины важны были люди, а для России был важен один единственный человек. Это вот этот вот самый, так сказать, водитель Бука Цымах. Есть совершенно очевидная уверенность, причем это уникальная ведь ситуация, действительно, так сказать, сам факт, что Россия потребовала выдачи украинского гражданина Украины, это свидетельствует уже конкретно о том, что действительно это Россия устроила, и не нужно больше никаких доказательств того, что именно Россия сбила вот этот малазийский лайнер. Тут совершенно очевидно. То есть это такое саморазоблачение. Контраст невероятный. Игорь, у нас немножко даже вот перед началом этого эфира немножко взбудоражила новость о том, и мы наблюдали, что вот как раз средства массовой информации российские, в том числе там «Дождь», центральные российские телеканалы, они отдавали предпочтение прямым эфирам, стримам как раз непосредственно встречи в Украине, непосредственно в Киеве, в Борисполе, всех заключенных политических и так далее. Да, вот почему так случилось? Почему российские телеканалы дают предпочтение непосредственно Украине, а не своим освобожденным? Ну, потому что в России не было никакой картинки, там нечего было показывать. В Украине был ажиотаж. В Украине был президент, главное должностное лицо встречал.
А здесь что показывать? Здесь показывать Киселева, который встречал одного человека. Киселев там были, также да. там была, да. Представители скажем, средств массовой информации. Ну да, то есть там встречали только Вышинского. Только Вышинского. Вот среди 35 человек, всех остальных 34 человек просто не было. Лица их были замазаны. Ведь, понимаете, это дикий совершенно контраст. То есть это две страны, две родины. Одна родина, но в данном случае я не знаю, насколько это там комплимент для Украины или наоборот какая-то, может быть, не очень приятное сравнение. Но в известной степени Украина в данном случае ведет себя как Израиль, который ради своего одного человека готов 1000 террористов отпустить. Игорь, То есть цена человека. Игорь, а еще вот такой вопрос. Хотела бы попросить вас ответить очень коротко. Мы ведь понимаем, что Владимир Путин обменял 35 невиновных совершенно ни в чем украинцев не только на одного Вышинского. Да? На что рассчитывает, на какие преференции, возможно, рассчитывает Путин? Ну, я думаю, что все-таки основная преференция – это водитель БУКа, вот этот Цемах. Я не знаю, где ударение правильно ставить в его фамилии. У нас называют Цемах, да. Ну, хорошо, ладно, не велика птица, чтобы очень серьезно этим заниматься. Но вот Цемах. Вот главный приз, который получил Путин, это Цемах. Это возможно, это было совершенно очевидно. Вот эта затяжка с обменом, это имело только одну фамилию. Это Цемах. Это был главный приз, который Путин получил. Спасибо. Все остальное – это фикция, потому что там то, что санкции никто с него не снимет, это очевидно. А вот возможность получить свидетеля, ну, собственно говоря, это самопризнание. Спасибо. Журналист Игорь Яковенко был с нами на прямой связи из Москвы. Я бы хотела дать слово экс-депутату Госдумы Илье Пономареву. Илья, как вы считаете, почему Путин пошел на этот обмен? Ну, на самом деле, мне кажется, что мы здесь обсуждаем эту тему. Ее с политической точки зрения, с эмоциональной, конечно, сегодня большой праздник. Я очень рад, что все вернулись. Коль, ты вообще молоток, да? То есть вы поработали, и вся президентская команда отлично сработала. Но если мы будем говорить действительно с политической точки зрения, то вот этого обмена самого по себе не существует. Существует процесс мирных переговоров. Это первый шаг в процессе мирных переговоров. Вот для Путина есть, в принципе, смысл, потому что он действительно, во-первых, избавляется от очень токсичного актива в виде моряков, который ему жгет руки. Он получает Цемаха в качестве потенциального свидетеля, скорее всего, действительно не очень важного. Я все-таки исхожу из того, что там дураков-то нету, и если такое решение украинская сторона приняла, это значит, оно было взвешено. Тем более, что допрос был произведен по запросу трибунала, об этом Иван Баканов говорил сегодня, поэтому этот вопрос был закрыт. Ну и плюс, конечно, еще медиа для Путина позитивно Вышинский, потому что это укрепляет лояльность вот его этих пропагандонов, которые вокруг него есть, что мы типа вот своих в этом смысле друг друга не бросаем, да, и будем за них воевать. В остальном в российских СМИ это вообще будет отыгрываться как то, что вы видите, там практически весь обмен это украинцы, большая часть, которая была туда передана, а значит, это лишнее доказательство, что якобы здесь гражданская война идет, а нет. А мы, наоборот, украинцев там спасали, а не россиян. Вот что будут говорить этот самый Киселев там, и тот же самый Вышинский на следующий день на российских телеканалах. Но на самом деле действительно фундаментально, да, по Путину вопрос санкций, он уже постепенно начинает доставать. Достает он российскую элиту. Нервозность достаточно большая. Ему говорят о том, что ну давай хоть что-нибудь, соответственно, сделай. Ну хотя бы покажи, что ты что-нибудь делаешь. Ну сколько можно, соответственно, со всем миром воевать, а главное, вокруг чего? Потому что этот Донбасс никому там не нужен. Нужна Украина в целом, нужен Крым отдельно сам по себе, да, но не отдельно вот эти вот, значит, бандитские районы, которые они смогли как-то контролировать. И уж тем более понятно, что вот здесь Мустафа Ага вообще был полностью прав. Мы-то получаем людей, которых назначили преступниками, и можно поназначать еще кучу таких преступников. Крым большой по населению, украинцев в России до сих пор достаточно много, их можно новых таких заложников делать все время, а мы-то туда
преступников передаем настоящих. Они-то тоже знают, что они настоящие преступники. Но вот дальше, как пройдут эти мирные переговоры, сейчас Путин показал всему миру. Видите, мы тоже сделали первый шаг. И я думаю, что вообще бессмысленно политически обсуждать этот обмен как отдельно взятое мероприятие. Давайте подключим Крым, потому что с нами сейчас на прямой связи первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелял. Нариман ага, салям алейкум, слышите ли вы нас? Алейкум салям, я рад всех приветствовать. Нариман ага, как в Крыму? Вы, наши соотечественники, граждане Украины, отреагировали на сегодняшнее освобождение украинских узников? Конечно, мы здесь в непосредственной близости ко всем этим событиям отреагировали достаточно позитивно. Я лично сегодня наблюдал трансляцию возвращения наших ребят в Украину и, конечно же, испытывал позитивные эмоции. Супруга плакала, то есть это настолько было эмоционально очень радостно, но при этом в разговорах все, конечно же, задают вопросы и хотят знать, на каких условиях, что скрывается за всеми этими шагами. Вы об этом в студии очень много сегодня говорили. То есть многих людей волнует ряд вопросов, которые остаются открытыми и касательно состава тех, кто попал в вот этот список возвращенцев, и почему там нет больше крымских татар, и что там Украина или лично президент Украины пообещали российскому визави для того, чтобы достигнуть таких договоренностей. Это все вызывает определенное беспокойство, потому что ответов, к сожалению, на данный момент не существует, и это важно учитывать и президенту, и его команде, и всем, кто занимается этими вопросами, для того, чтобы в последующем все-таки более открыто разговаривать с обществом, потому что сегодня общество предельно внимательно относится ко всему, особенно на оккупированных территориях, особенно в Крыму, откуда, собственно, большая часть политических заключенных Украины. Нариман Бей, пожалуйста, оставайтесь на связи с нами, потому что мы еще хотим вас подключить к дискуссии. Я хочу еще также подключить к дискуссии Василия Вовка. Передайте, пожалуйста, микрофон. Да, передайте, пожалуйста, микрофон. Да, вот у нас прямая связь с Крымом. Вот, пожалуйста, ваша реплика и напрямую, возможно, обращение к Крыму и так далее. Пожалуйста. Я хочу акцентувати увагу навіть не на цимахах, не на складі там людей, які звільнені, українські патріоти, громадяни України. Я щодо суті дискусії. В першу чергу, що я помітив і розділяю питання кримських татар, а чому тільки один? Даю відповідь. Президент України Володимир Зеленський сьогодні сказав, наступний етап – це звільнення кримських татар. Давайте включатися, допомагати, вирішувати це питання. На сьогодні немає підстав йому не вірити, враховуючи, що сьогодні відбулося. Друге. Я хочу до вас, брати і сестри кримські татари, я від душі говорю, звернутися з таким питанням. Уже не один рік розслідується злочин, який зареєстрований, який називається геноцид кримських татар. Але чи розслідується він? Давайте включатися. Це великий важіль впливу на Путіна і на Росію. Я пам'ятаю, коли ми розслідували геноцид українців 32-33 рік, який був супротив, яка агонія була, який переляк був. Давайте десь активізувати це провадження, звернути на нього увагу. Я не розумію, чому не звертається увагу. Розслідує його, повинна розслідувати прокуратура Криму. Там находится это проваджение. Эскендер, вам есть что на это ответить? Да, конечно, потому что непосредственно мы занимаемся этим и помогаем прокуратуре Автономной Республики Крым по расследованию депортации как геноцид. И действительно прокуратура Автономной Республики Крым делала запросы непосредственно в Российскую Федерацию, в страны Центральной Азии для того, чтобы иметь доступ к определенным архивам и дополучить определенную информацию. Но, к сожалению, по сегодняшний день ответов никаких нет, и мы ищем новые и новые различные формы. Со своей стороны, конечно, те старики, которые были свидетелями, они с каждым днем уходят. Но при всем том мы смогли, чтобы слідчий судья в Украине смог допросить
допросить порядка 156 свидетелей депортации. Далее, конечно, необходимо еще определенные процедуры провести, но есть сложности, и мы видим как раз-таки сопротивление или нежелание в этом плане работать в российскую сторону. Поэтому здесь сможем ли мы без российской стороны справиться или нет, это уже следующий вопрос. Но при всем том, на этом мы не останавливаемся, и нам необходимо дальше работать как со странами Центральной Азии, так и, скажем, продолжать эту работу. Потому что мы должны довести, и на политическом уровне сегодня мы добились того, что депортацию геноцидом признали, кроме Украины, уже Литва и Латвия. Сейчас уже готовится еще ряд решений, потому что практически все парламенты европейских стран и западного мира получили наше обращение официально, как от Меджлиса крымско-татарского народа. Давайте сейчас послушаем председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров с нами сейчас на прямой связи. Он хочет сказать несколько слов по поводу вызовов, да, президенту Владимиру Зеленскому, вызов, которые стоят перед президентом Владимиром Зеленским. Рифат ага, вам слово. Дивіться, я знову хочу вас повернути для того, на те, а що ми будемо робити далі. Для мене це є вкрай важливим. І тому декілька таких тез. Перше, Україна не є одинокою в намаганні визволяти своїх людей, які потрапили або до терористів, або до воюючої якоїсь іншої сторони, противної сторони. А в той же час треба говорити про те, що я розумію, чому зараз така певна напруженість не лише в студії, вона є в суспільстві. Бо в голові дуже багатьох людей є одне питання – що далі? Якою ціною? І це питання, воно в якійсь мірі було дуже, в якійсь мірі противопоставило деяких людей в студії. От тут треба говорити про те, що зараз президенту Володимиру Зеленському треба набиратися ще більшої рішучості. Якщо хочете, вибачте мене, впертості. Бо зараз, я розумію, чого хоче Путін, і про це вже говорилося в вашій студії. Зараз буде така формула з боку Росії. Крим наш, Донбас ваш, но на наших условіях. І зрозуміло, що будуть такі наші партнери, які будуть підштовхувати не Україну, а Зеленського, президента Зеленського. І от тут є великий виклик і для президента Зеленського, і для української держави, і найголовне для української нації, політичної нації. Але я на цьому хочу закінчити. Зараз ми можемо лише розмірковувати, як воно буде. А треба робити так, щоб воно було лише в один бік. Відновлення територіальної цілісності української держави в міжнародно визнаних кордонах, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Чим більше ми будемо згуртовані, і там в Криму, кримсько-татарський народ дуже багато очікує від повернення під суверенітет української держави. Він очікує в першу чергу законів, в тому числі щодо кримсько-татарської автономії. Чим більше буде згуртоване українське суспільство, якщо хочете, змобілізоване. І тоді це буде найкращою нашою підтримкою і для української держави, і для президента Зеленського. Я виходжу з того, що президент Зеленський, як і ми з вами, дуже чітко розуміється на цих викликах. І я думаю, що в нього ця відповідь є нічим не відмінною, чим наша з вами відповідь. От на це нам треба разом і працювати. Да, мы сегодня на протяжении нашего эфира, всего нашего эфира говорим про восстановление территориальной целостности нашей страны, говорим про воинов, бойцов, которые защищают нашу державу. Я бы хотела сейчас дать слово одному из них, да, Берету, и ваше мнение. Я попрошу, да, передать микрофон позывному. Берет. Я хотел бы сказать, что нужно различать военнопленных и политузников. Военнослужащий, принимая присягу, подписывая контракт, отдает права своей субъектности государству. И государство вправе использовать его в качестве бойца, специалиста и в том числе в качестве военнопленного. Поведение военнопленного регламентируется уставом. Государство вправе его
использовать как политический инструмент. К сожалению, наш президент не воспользовался этой возможностью и пошел на поводу у врага. Прискорбно. Еще хотел бы сказать, поскольку мы начали торговать с террористами, вероятно, Владимиру Александровичу потребуется обменный фонд. Я пообщался со своими сослуживцами, которые в данный момент находятся на фронте. Они говорят, что если сейчас существует премия за уничтоженную технику противника, если будет премия за пленного, то пленных натаскают. И это бесконечный процесс. С террористами поэтому страны не разговаривают и не меняются, потому что это процесс бесконечный. И третье. В 2014-2015 году таких цемахов мы в Луганской области нормально наколбасили. А если бы мы их не убили, они бы приехали в Киевский суд и получили оправдание. Теперь вопрос. Если Цемаха оправдали, получается, я преступник и мои побратимы? Ирина? И не забывайте освобождение Цемаха. Освобождение Цемаха и его Энбер обмен Лиляев, еще да, боец батальона «Айдар». стоил жизни одному герою Украины. Не забывайте об этом. Чтобы он оказался там, погиб наш боец. Вы считаете ли вы, что президент Владимир Зеленский пошел на... Я можу теж висловити свою думку. От ви зараз сказали, що військовослужбовці підписують контракт і фактично віддають своє життя і здоров'я на службу батьківщині і державі. А відтак держава може користуватись ними як інструментом, як я правильно вас розумію, і як військовополоненими, і відтак і навіть їхніми життями розпоряджатися. Я пам'ятаю промову тоді прем'єр-міністра Ізраїлю, коли вони обміняли одного молодого солдатика на 1000 терористів, який сказав, бо я сама офіцер і для мене це дуже важливо, який сказав, ми таким вчинком показуємо тим хлопцям, які приходять служити в армію Ізраїля, які будуть боронити, віддавати своє і життя, і здоров'я, що для нас важливе кожне їхнє життя. Тим батькам, які виховують молодих хлопців і дівчат, які потім йдуть у армію Ізраїля і готові будуть за неї і за нього померти, ми показуємо, ми будемо битися за кожного нашого солдата. Я вважаю, в корені неправильно сьогодні говорити, що військовополонені мали би, напевно, залишатися там, бо є якась політична доцільність. Президент Зеленський правильно зробив, що зробив усе від нього залежне, аби сьогодні наші військовополонені були в Україні. Це мотивація для хлопців, офіцерів, які сьогодні на Донбасі, які готові вмирати. Це мотивація для людей. Так, ми можемо по-різному говорити, але ми не можемо говорити, що розпоряджатися долею військовослужбовців, залишаючи їх там тільки для політичних торгів, це вмотивовано і виправдано. Я вважаю, це неправильно. Давайте дадим слово Эдем Ага. Вы очень... Эдем Ага, вот вы сидите, слушаете, да, про условия обмена? Дискуссию полностью. Вы знаете, сегодня российская СМИ 24 часа воюет с Украиной. 24 часа, даже она еще 1 час захватывает, они на час раньше начинают. А на 25 получается. Все разговоры об Украине. Украина так сделала, Украина так сделала. Украина вот такая, Зеленский такой, Порошенко такой, и поехали всех кости мыть. Сегодняшний день, когда ЕСПЧ было подано первое требование к Российской Федерации о том, чтобы меня определили в больницу, провели это самое, следователь даже не отреагировали ни на это. Ни СИЗО, ни следователи ФСБ. Для них это как не существует. Точно так же и повторное. Они на это смотрят другими глазами. То есть как-то для них мировое мнение, они только вот сегодня идет санкции. Вот они к этому еще как-то прислушаются. Санкции эти слабые. Если делать санкции, надо, значит, взяли за санкции, давайте доводить до конца их. То есть нормальные. А играть с ними, там кусочек сегодня сахара забрали, кусочек завтра сахара собрали, мы долго будем это делать. То есть и мировое сообщество это будет долго делать.
Теперь хочу сказать по поводу пленных. Да, даже сегодня, пусть это был, может быть, и неравноценный, как вы сказали, обмен с пленными, да, но эти люди вернули свои семьи. Эти люди сегодня обрели уверенность, что есть Украина, и есть за них борется. Любыми путями они ищут варианты освободить своих военнопленных. Это второй вопрос. 25 лет незалежности Украины, да, или 26, сколько уже этот самый. Сколько президентов у нас прошло? Вы сегодня осуждаете, Зеленский так сделал, Зеленский так сделал. Давайте возьмем просто. Эта команда молодая. Вы посмотрите, сколько им лет. Всем. Средний возраст возьмите. Они не более им до 40 лет всем. Но они сегодня полны решимости провести реформы в этом государстве. Не те слова обещающие, которые мы будем обещаем, вот мы завтра за Крым будем бороться, но они начинают первые шаги. Это молодая команда. И я уверен, что они добьются многого. Решение вопроса освобождения Крыма – это Зеленский, насколько я слушал, там находясь даже в СИЗО, телевизор был, даже в их СМИ показывают, когда обсуждает Соловьев, там ведет свои дискуссии, и то показывают такие моменты, когда Зеленский говорит, что Крым есть Украина. То есть они тоже это понимают и показывают по телевизору этого. Теперь на сегодняшний... еще одну секундочку. На сегодняшний день, чтобы начать первый процесс возвращения Крыма в состав Украины, я думаю, нам надо вернуться к тем проблемам, когда хотели изменить при господине Порошенко 10-й пункт Конституции. Почему-то о нем вообще забыли, о нем даже нигде не говорится. Вы сегодня спорили, доказывали, что так надо... Почему об этом не спорили? Ведь проведена была колоссальная работа, юристов было собрано столько. Столько работы люди сделали. Почему этот вопрос обратно не поднять? Хотя решение Крымско-Татарской автономной республики – это один из первых шагов к решению освобождению Крыма. И крымские люди, которые сидят, находятся там, в Крыму, они ждут этого. Нас обманули 4 года назад, но я не думаю, что эта команда нас обманет. Я верю ей, и многие верят. И даже сегодня в самолете эта была фраза сказана этими же моряками, что наконец-то команда заработала. Дайте, они только 100 дней работают. Давайте дадим им еще время. Демага, вы заговорили за автономию. У нас есть материал, наши редакторы подготовили. Владимир Зеленский говорил как раз об автономии. Внимание на экран, давайте послушаем. Я знаю, что несколько лет в Верховной Раде лежал законопроект об этом. И мне об этом говорил и ребята, крымские татары, многие, и тот же Джемилевич Чубаров. Я, во-первых, сказал нашей партии, так как есть большинство, значит, они могут принимать решения. Вот. Я их сейчас попросил, они готовят огромное количество первоначальных законопроектов. Должны отчитаться. Я их попросил, там есть 3 закона по поводу Крыма. 3 закона, предложенные именно крымскими татарами. Вот. Я их попросил изучить сейчас эти вопросы. Я не вижу проблем, если это поддерживает крымских татар, поддерживает их права, пускай изучат, покажут мне, доложат, и Верховная Рада примет. Ирина, вы, являетесь представителем правящей партии в нашей стране. Я вот у вас хочу спросить, поддерживаете ли вы, поддерживают ли ваши однопартийцы внесение изменений в Конституцию Украины в части крымско-татарской і акцентирую національно-територіальної автономії? Я вже вам відповідала на це запитання, відповім ще раз. Я хочу побачити закон. Якщо є розроблений такий закон і внесений у Верховну Раду, давайте його обговорювати, давайте про нього говорити. Я тільки що почула від президента Зеленського про те, що є розроблених 3 законопроекти кримськими татарами. Тобто є кримсько-татарська спільнота, Меджліс, напевно, і інші, ті, хто були присутні у 8-му скликанні, напрацювали певні законопроекти. Давайте їх обговорювати. Я їх не бачила. Ахтемага. Зеленскому он проявил инициативу и сказал, что как президент внесет. Мы ждем. Ахтемага. Таке сказав? Да. Ахтемага, короткое уточнение. Вот на день рождения Мустафы Джемилева в кулуарах Киевской городской администрации у нас получилось взять интервью тогда короткое у Петра Порошенко, 5-го президента Украины. Мы тоже задали ему вопрос касательно автономии. Так вот он ответил, это было еще, по-моему, зимой, да, он ответил, что в марте будет подан законопроект, планирует подать. Что мешало, возможно,
внести как раз этот законопроект? Пожалуйста. Мы, вот чтобы вы понимали, уже фракция Эльмир. Европейской солидарности, в общем-то, я проконсультировался с председателями и подал эти законопроекты, и мы их фактически зарегистрировали, но потом я на следующий день отозвал, потому что тут принцип, и я согласен, на встрече с Зеленским было обговорено, что именно президент подаст. И это действительно очень важно. Мы и ряд фракций, которые в меньшинстве, они поддержат. Но речь стоит о том, что, как сейчас сказал президент Зеленский, ответственность в этом принятии, естественно, лежит на большинстве. Ильмир Айдар Хахтиларев. Музабаев. Да. Я хочу подчеркнуть, что над этими законопроектами работали специалисты с участием членов Меджлиса, лидеров крымско-татарского народа, но работала группа под руководством Буткевича Владимира Григорьевича. Это один из лучших специалистов в этом вопросе. И в прошлом созыве то в апреле одного года, то в сентябре другого года обещали внести, не внесли, но готовые законопроекты сейчас необходимо внести президенту. Можно я тут все-таки внесу корректировки? На самом деле, по сегодняшний Очень день коротко, был зарегистрирован времени один законопроект. Это законопроект о статусе крымско-татарского народа. Речь идет, возможно, о 3 законопроектах. Это закон о статусе крымско-татарского народа, закон о коренных народах и закон об изменении, внесении изменений 10 раздел Конституции. Теперь, что касается закона о коренных народах, закона о статусе крымско-татарского народа, он зарегистрированный, он есть. А другой вопрос, что действительно Кабинету министров Украины было поручено, а Кабинет министров Украины поручил Министерству культуры до 4 квартала 2016 года разработать законопроект о коренных народах. Мы тогда вышли с инициативой, мы на Минкультуры направили законопроект, инициировали, чтобы все-таки Кабинет министров подготовил и подал этот законопроект. Потому что первоочередным и основным моя позиция, я считаю, что должен быть закон о коренных народах. Потому что в любом случае, даже как бы мы не принимали конституционные нормы, не вносили изменения в Конституцию, без законов ничего работать не будет. Потому что конституционные нормы, они только дают посылы. Теперь, когда мы говорим уже о комиссии Буткевича, на самом деле была создана комиссия, была создана рабочая группа, но, к сожалению, так комиссия конституционная так и не собралась и не приняла решение, поэтому и не был подан закон непосредственно в Верховную Раду. Поэтому здесь нам нужно, давайте мы говорить о дальнейшем, как нам работать и что нам необходимо делать. Для этого есть президент, у него есть законодательная инициатива, есть депутаты, у которых есть законодательная инициатива. Сегодня, в соответствии с теми изменениями, теперь есть у народа законодательная инициатива, и, соответственно, общественная организация будет обращаться. Но при всем том, конечно же, должно быть решение Меджлиса, которое должно быть согласовано с командой президента и, соответственно, подано президентом. Почему тут Аркембек говорил о том, чтобы инициатива была от президента? Потому что мы понимаем, что авторитет президента сегодня очень высокий. И если будут поданы законопроекты от президента непосредственно, то, соответственно, как в украинском обществе будет поддержана эта идея, так и в украинском парламенте. И, соответственно, мы сможем реализовать эту программу, потому что это в том числе инструмент по деоккупации Крыма сегодня. Вот у нас буквально 8 минут до завершения эфира. Я бы хотела дать каждому сегодня присутствующему гостю здесь слово. Айдар Музабаев. Тогда очень коротко, чтобы Да. всі успели. Вот мы гадаем, что це зрада чи не зрада. Проверка очень простая. Вот для меня она очевидная. Зеленский уже говорил про автономию. Про автономию в эфире АТР говорил его политический советник Никита Потураев. Мне лично говорил. От людей, которые посвящены в эту тему и понимают, я слышу, что это нужно делать. Сейчас возможности для этого есть. Уже не отмажешь, там нет большинства, там, как мы слышали это. Все годы независимости мы слышали. Это вообще история такого большого продолженного обмана. Да? И вот сейчас наступает момент истины. Если мы говорим там, будет ли обмен Крыма на чего-то, на это, если президент Украины вносит закон о крымско-татарской автономии, вносит закон о конституционных изменениях в эту главу, ребята, это значит, что он показывает Путину огромный, серьезный кулак. Потому что для Путина это Рубикон, который он не может перейти. И вопрос Крыма, вопрос поддержки крымских татар является для меня определяющим в отношении и к президенту Украины, и к правящей партии, и вообще к всей нашей политике. Это серьезнейший удар по Путину и по путинской России. И вот мы этого ждем, и я считаю, что президент должен этим заняться, как он это любит, не в отложенные сроки, и не 5 лет ждать, а потом ничего не будет. Резага. Я коротко.
принятие на законодательном уровне закона автономной, национально-территориальной автономной республики крымских татар, это даст не только дополнительный рычаг для оккупации Крыма, но и, как я повторю то, что и Айдер Бей сказал, даст авторитет на международном уровне в поддержку курса президента и его команды. Это снимет многие-многие вопросы, которые сегодня раскручивает российская пропагандистская машина. И далее, да, по реплике. Сергей Стриненко. Багато проблем в нашій країні, я як юрист можу це говорити, 100% виникають від того, що ми не називаємо речі своїми іменами. І ми говоримо про те, що нам потрібен закон про деокупацію. Значить, ми визнаємо факт окупації. Якщо ми визнаємо факт окупації, постає запитання, а хто окупант? І в мене запитання, тут в студії є... Пожалуйста, давайте по реплікам, у нас 7 минут до кінця ефіру. Дайте, будь ласка, договорити. Тут в студії є два народних депутати. І мене цікавить, чи буде Верховною Радою на законодавчому рівні визнано... Сегодня во всех документах, извините, я вас перебил. Ви дасте договорити мені, будь ласка? Мы все это время работаем на международных площадках, чтобы ООН, Генеральная Ассамблея Україна не визнає Росію окупантом на національному рівні? Вы сегодня говорите, что мы в Украине еще не признали. Вы о чем говорите? Українська Верховна Рада не прийняла закон, яким би вона визнавала Росію країною-агресором. Відповідно, це постанова, яка є декларацією. Відповідно, у нас немає закону про колаборантів. Я хочу вас вернуть к основной теме сегодняшней нашей дискуссии. Эскендер Ага, я хочу вернуть всех к основной теме сегодняшней нашей дискуссии. Про крымско-татарскую национальную территориальную автономию мы будем уделять отдельное внимание и, более того, отдельную программу. Николай. Спасибо. Я еще раз хочу сказать о грустных вещах. Несмотря на то, что сегодня радостный день и 35 граждан Украины вернулись к своим близким, до сих пор и в оккупированном Крыму, и в Российской Федерации в тюрьмах остается более 100 граждан Украины. Из них крымские татары более 2/3. Я уверен, что в студии вряд ли кто-то сможет назвать хотя бы 5 фамилий крымско-татарских политзаключенных, которые сейчас находятся в этих застенках только потому, что они не признали оккупацию, только потому, что они остаются патриотами своей страны. Николай, спасибо большое. Давайте коротко, чтобы все успели. Ирина, 30 секунд. Насправді, я ще раз хочу вас привітати, вашу родину, а вашій особі всіх тих людей, які сьогодні повернулися, змогли поцілувати своїх матерів, дітей, жінок. Всього вам найкращого. Ми будемо допомагати, будемо намагатися все зробити від нас залежне. Дякую за те, що вірите, довіряєте, за вашу підтримку, за ваші добрі слова сьогодні. Дуже сподіваюся, що все буде гаразд. Крим – це Україна, Донбас – це Україна, і ми будемо все робити для того. Спасибо за это. Светлана Крюкова, пожалуйста. Я еще успею поумничать на многие разные темы на других эфирах, и надеюсь, и у вас. Если можно, я свое время отдам на вопрос на главному герою, поскольку вы человек не медийный, и у вас сегодня важный день, и нам интересны ваши эмоции. Чем вы вообще планируете заняться? Расскажите о ваших планах. Да. Приложу все усилия для того, чтобы те люди, которые остались за стенами СИЗО, в лагерях, все, что возможно от меня сделать, я буду делать, чтобы в скорейшем их освобождении. Спасибо. Можно еще одно слово? Сегодня в этой студии нас всех собрал Ленур Бей Исламов. Я хотел бы его от всей души поблагодарить за все то, что он сделал для меня, для моей семьи. Это личностное от себя. Хотел бы пожелать ему долгих лет жизни, его команде творческих успехов. Они просто прекрасные, они просто молодцы. Сегодня они их освещают, они смотрят весь мир. Слава Богу, что есть у нас такой телеканал. Я всем им, семьям желаю здоровья, мира. И чтобы мы чаще встречались, в любом споре рождается истина. И я думаю, что из этой программы, которая сегодня нас объединила, мы какие-то истинные ценности для себя изъяли. Я всем желаю вам любви, счастья и здоровья. Согласен. Спасибо большое.
Ну и давайте я напомню, что у нас голосование на нашей Facebook-странице было запущено. Мы, Выведите на попрошу экран, вас, да, пожалуйста. выведите на экран. У нас вопрос звучал следующим образом. Поддерживаете ли вы взаимное освобождение граждан со стороны Украины и Российской Федерации? Два варианта ответа было: поддерживаю и поддерживаю, но смотря какой ценой. Результаты, в принципе, остались те же самые, 70 на 30%. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в этом голосовании. Я так понимаю, мы не успеваем дать кого-то слово. Редакторы, подскажите, пожалуйста, сколько у нас времени до конца эфира? 2 минуты. 2 минуты, пожалуйста. 2 минуты по до 10 секунд. завершения Я вас эфира. очень прошу, чтобы мы не перетягивали. Или Ахтем Ага, Чем пожалуйста. Давайте. дольше будет продолжаться оккупация, тем больше будет и военнопленных, и других заложников. Поэтому надо работать над тем, чтобы деоккупация наступила скорее, в том числе принять необходимые законы об изменении статуса Крыма. Ахтем Ага, ваш Бороться тезис. за Крым – это значит бороться за Украину. Чем сильнее, чем успешнее Украина, тем быстрее будет деоккупация. Спасибо. Сегодня, я хочу процитировать просто то, что написала жена моего друга Шаймарданова, которого насильственно выкрали, и он без вести пропавший. Как я хотела бы, чтобы среди этих людей был мой муж. Поэтому мы должны бороться за каждого человека, за каждого нашего гражданина и за нашу территорию. И только тогда мы сможем победить нашего врага. Поэтому давайте засучивать рукава и 10 работать. секунд, Реза. Команде президента обращаюсь, чтобы обратились в Совбез ООН, инициировать слушание исполнения Будапештского меморандума. Всенародно открытые слушания, вот всемирные, понимаете? Без этого не будет движения вперед, я так думаю. Спасибо большое. Хочу очень коротко поблагодарить всех присутствующих гостей за то, что пришли. Заранее извините, пожалуйста, за то, что мы, возможно, кому-то меньше дали времени на слово, кому-то больше. С радостью будем ждать в следующем эфире, который будет в следующую субботу в 20:00 на телеканале АТР. Сайгыл достар, бұл көпір программасының бірінші. Бұл көпір программасының тек бірінші яйыны еді. Бұл бірчіқда дегер суалерні біз мұтлақа келечек жұма ертесі күні бұл студияда музакер етечекміз. Қырым әрдайым біздің телеканалымызда айдынлата ве, лаф етіле, қонышыла ве, девам етечектір атерлюнс. І це був телепроект «Мост» на телеканалі АТР. Ми продовжуємо боротися з російською пропагандою і боротися за деокупацію Криму. Дякую, що довіряєте. Коршкенджик. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое.